Мы находимся в столице Литовской Республики, Вильнюсе. В эти красивые апрельские дни, в священный месяц Рамадан, мы вспоминаем и молимся за героев чеченского народа, которые боролись за свободу своей страны и которые погибли. Прежде всего мы вспоминаем первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, которого коварно убили 21 апреля 1996 года. Джохар Дудаев является символом чеченской свободы, символом независимости Чечении. Джохар Дудаев был исключительной личностью, волевым и сильным человеком, с высоким интеллектом, с яркой мужской харизмой. До начала войны, буквально перед началом войны, я приехала в Литву в командировку, чтобы открыть информационный центр. И еще какие-то были дела. И я тогда даже не представляла, что я останусь в Вильнюсе на долгие годы. В Литве в парламенте была уже парламентская группа депутатов по поддержке независимости Чечении. Такая же группа была и в латвийском парламенте, и в эстонском. И когда в Чечении началась война, эти парламенты и общественность 3 балтийских стран морально и политически поддерживали чеченский народ и Чеченскую республику. Каждый понедельник в Сейме Литвы проводилась пресс-конференция по событиям в Чечении. Информацию, которую я получала от Джохара Дудаева, она передавалась сразу журналистам, которые были аккредитованы в Литве из других стран, и литовским журналистам. Президент Дудаев был со мной на постоянной телефонной связи. Почти 2-3 раза в неделю он звонил и всегда рассказывал, что происходило в Чечении. Джохар Дудаев и в Литве был очень популярен, и в Латвии, и в Эстонии. Балтийские народы ценили его как личность, уважали его и оказывали ему всяческую поддержку. Вспоминаю слова Отто фон Хабсбурга, который был членом Европарламента. Он сказал, что Дудаев воюет не только за Чечению, Дудаев воюет за всю Европу. Известный белорусский оппозиционер и политик, и писатель Зенон Поздняк говорил о Джохаре Дудаеве. Джохар Дудаев – национальный герой, чеченский национальный герой. А для белорусского народа он образец и мечта о народном лидере. Не только они, но очень многие политики отзывались о Дудаеве высокими словами. Джохар Дудаев умел ценить ту поддержку, которую оказывала и Литва, и Латвия, и Эстония. В те годы даже мы не знали, что война будет длиться настолько долго. И не знали, что столько людей погибнет. Тем не менее, война эта оказалась для чеченского народа большим испытанием, страшным испытанием. И Джохар Дудаев умел подбодрить людей, вдохнуть в них уверенность, успокоить их, потому что трудности, военные трудности, смерть близких людей и отчаяние людей очень было тяжелым. Поэтому Джохар умел это делать. Сегодня, вспоминая их, мы, соратники, близкие, друзья его, помним его как замечательного человека, замечательного лидера своего народа, талантливого лидера. Он талантлив был не только в своем военном деле, но и как президент. Он был высокого интеллекта человек, высоких нравственных качеств,
И мы гордились своим президентом. Здесь, в Литве, я часто встречала женщин, которые мне высказывали лестные слова о Джихаре Дудаеве. Многие женщины в своих записных книгах и книжках или блокнотах носили фотографию Джихара Дудаева. Сегодня, думая о них, о героях и о судьбе чеченского народа, мы понимаем, что эти события отодвинулись, и сегодня у нас другие задачи. Но то дело, которое посвятил Джихар Дудаев, то, что он свою жизнь и другие отдали свои жизни за свободу Чечении, мы это дело продолжаем. Человек уходит, но его дело остается. И сегодня для нас Джихар Дудаев, его интервью, его статьи, его высказывания для нас являются фундаментом для дальнейшей работы в борьбе за деоккупацию Чеченской республики Ичкерия. Пока мы живы и пока будет жить чеченский народ, память о Джихаре будет вечна.